Здравствуйте, это выпуск новостей. Меня зовут Андрей Лана. Коротко о главном. Обследование дна и необходимая экспертиза. В Кызыле идет подготовка пляжа к купальному сезону. Звезда в Туве. Что впечатлила съемочная группа федерального телеканала в нашей республике? Они рассказали в эфире «Голоса Азии». Грандиозное событие мирового уровня. В Туве пройдут бои по правилам ММА. О новостях подробнее. В Кызыле начались работы по подготовке городского пляжа. Они должны быть закончены в середине июня. За это время будет проведена экспертиза воды, водолазное обследование и очистка дна. Также будут установлены медицинские и спасательные посты. Однако замок и таблички, предупреждающие горожан о том, что пляж еще не работает и купаться там опасно, некоторых не останавливает. Более того, купальный сезон еще не открыт, но уже есть первая жертва. Спасатели уже начали вести печальную статистику. В Барунхемчикском районе утонул 5-летний мальчик, который побежал за выплывающими тапочками, и его несло течением. Во избежание подобных случаев спасатели настоятельно рекомендуют родителям следить за детьми, особенно в жаркие дни. Стоит отметить, что на территории Кызыла есть только один пляж, который разделен на взрослую и детскую зону купания, но и он еще не открыт. Пункты должны быть выполнены, самое главное, устройство спасательного поста, оборудованного средствами спасения, лодкой, спасателем аттестованным. Должен быть медицинский пост с работником медслужбы. Должна быть проведена проверка водолазами дна водоема, где будут купаться дети и взрослые. И должна быть проведена проба взята воды и грунта Роспотребнадзором на соответствие. Ни для кого не секрет, что с окончанием учебного года дети чаще всего предоставлены сами себе. Летом отдых вблизи водоемов становится практически единственным местом спасения от жары. Однако, как показывает практика, некоторые дети уже купаются, несмотря на грязную воду, отсутствие медиков и спасателей, а самое главное – на запрет. Я пришел сюда плавать, но пляж закрыт, и без предупреждения хотел плавать, но не смог. Дети с нетерпением ждут открытия пляжа. За несколько минут работы нашей съемочной группы напротив места отдыха собралось больше 10 школьников. Мы обливаемся водой. Нам жарко. А ждете ли вы открытия пляжа? Да, очень ждем. Река Енисей остается самым опасным местом для купания, в частности для детей, говорят спасатели. Ежегодно отдыхать на берег реки выезжает огромное количество горожан. Радует только то, что дети уже знают, чем чревато купание на необорудованных местах. Потому что на Енисее течение слишком сильное, может унести. А тут нет течения вроде бы. Там еще есть осколки от бутылок и мусор, за который можно пострадать. Напомним, что чаще всего к несчастным случаям приводят дальние заплывы, купание в непогоду, в нетрезвом состоянии, неумение плавать, переохлаждение организма и отсутствие присмотра за детьми. Так, в прошлом купальном сезоне на водоемах погибло более 20 людей, из них 2 детей. Чинчисан Буга, Буян Найон, телекомпания «Новый век». В Туве намерена внедрить 5 практик магазина верных решений. Как сообщила министр экономики Тувы Елена Каратаева, все отобранные проекты касаются развития городской среды и уже доказали свою эффективность на территориях других субъектов России. Так, по линии Министерства природных ресурсов и экологии республики запланировано создание в столице Тувы современной системы переработки твердых коммунальных отходов. Минстрой региона изучает возможность использования идей проекта «Иркутские кварталы», суть которого в организации пространства современного города, основанной на принципах комплексной застройки. Министерство труда и социального развития ищет подходящие варианты реализации в республике государственной программы «Доступная среда», по которой будет обустраиваться безбарьерная среда для инвалидов. Еще 2 проекта собираются внедрять совместно Минтопэнерго и Мэрия Кызыла. Предметом одного из них является модернизация системы теплоснабжения столицы по опыту Тульской области, где котельные и тепловые сети передали в концессию частным бизнес-структурам. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 50 копеек, а евро 63 рубля 17 копеек.
В Туве работает съемочная группа телеканала «Звезда» Министерства обороны России. Журналисты прибыли для подготовки серии материалов о нашем регионе по приглашению главы Тувы Шалбана Караола. В республике представители федерального канала впервые. За несколько дней съемочная группа уже посетила множество мест. Журналисты поделились своими впечатлениями от увиденного и планами в эфире радиостанции «Голос Азии». Чинчик Ашпукол подробнее. Ольга Бороднева, специальный корреспондент медиахолдинга Министерства обороны России «Звезда». Несмотря на смену часовых поясов, в 9 утра по местному времени настроение у девушки приподнятое. Название утренней программы радиостанции «Голос Азии» «Завтрак со звездой» сегодня приобрел буквальный смысл. Журналист в прямом эфире поделилась с радиослушателями о местах съемок в Туве. Особенно девушку впечатлил этнокультурный комплекс Алдын-Булак. Алдын-Булак, да, это вот вообще какое-то мистическое место, это место силы, я бы даже так выразилась, потому что вот мы приехали уже после съемок, уставшие, у нас очень плотный график съемок здесь, буквально 3-4 сюжета в день мы снимаем, потому что у вас так много всего, о чем хочется рассказать. Конечно, Тува большая. Именно. Вот, и Алдын-Булак уже был под вечер на закате, и вот вдруг открылось какое-то второе дыхание. Просто захотелось тут остаться жить, я не знаю, медитировать, думать о чем-то светлом, о чем-то прекрасном, потому что других мыслей там просто не возникает. Ведущих радиостанций интересовало все, от момента приезда журналистов до дальнейших планов. У нас в планах много всего. Вот мы знаем, что сегодня прибывают в республику археологи, по-моему, из Петербурга, из Москвы, там сборная команды, и будут продолжать вести раскопки у вас здесь, в районе Саян-Шушенского водохранилища. Много лет ведутся эти раскопки. Очередные, да, вот здесь будет могильник раскрыт 1 века до нашей эры, вот мы вчера буквально созванивались, мы хотим заехать к ним туда на съемки, просто потому что мы уже побывали в Аржане, Аржан-2 подсняли, там, где как раз нашли вашу знаменитую коллекцию, вот это золото скифов, да, потом мы побывали на национальном... Аржан-2, 2 кургана. Да, нам все рассказали, показали, это было потрясающе, и как раз мы побывали потом в музее, посмотрели само это золото, все эти украшения, очень впечатлились. Мысли посетителей музея, конечно, крутятся вокруг главного экспоната – гривны, символа власти. Это единственное подобное украшение скифов, которое сохранилось до наших дней в первозданном виде. Кроме того, оно самое тяжелое, весит 1503 грамма. Царь носил его с детства и никогда не снимал, здесь даже нет для этого застежек. Съемочная группа телеканала «Звезда» прибыла в Туву несколько дней назад и уже посетила множество объектов и отсняла несколько часов материала. Наша цель – это снять цикл репортажей информационных, а возможно в будущем, если все сложится, еще и документальный фильм про республику. Это будет обсуждаться. Пока речь идет о цикле репортажей, о самых разных аспектах жизни тувинцев, начиная от культуры, каких-то национальных обычаев, заканчивая политическими, экономическими аспектами. В республике журналисты посетили профильные классы первой школы Кызыла, Тувинский кадетский корпус, действующий на базе республиканской школы-интерната, и Кызылское президентское кадетское училище. Особое внимание будет уделено репортажу о реализации проекта «Тува. Территория мужества», нацеленного на военно-патриотическое воспитание молодежи, в первую очередь мальчиков. Хочется сказать, что у вас в таком, знаете, военно-патриотическому воспитанию такой комплексный подход, начиная с самого детства. Вот мы видели, что и в начальных классах уже детям прививают вот эту любовь к родине, готовность всегда без раздумий пойти на защиту Отечества. Это вот прям чувствуется. Как нам призналась Ольга Бороднева, работы впереди еще много. И неизвестно, когда будут куплены билеты обратно в Москву. Но теплые воспоминания о поездке на малую родину министра обороны России Сергея Шойгу еще долгое время будут согревать ее в мегаполисе. На самом деле впечатлений будет очень много. Я думаю, что я еще полгода просто буду просматривать фотографии каждый день и вспоминать, как это было. Но больше всего, наверное, тувинское вот это гостеприимство, вообще ваш вот такой национальный колорит, вот это нас еще поразило и восхитило. Первые репортажи с тувинской земли выйдут в эфир телеканала «Звезда» уже в ближайшее время. Чинчик Ашпукол, Буян Аюн, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Видеоверсию радиоэфира с участием съемочной группы телеканала «Звезда», в которой они делятся впечатлениями о Туве, раскрывают детали будущих репортажей о нашей республике, смотрите завтра вечером в эфире канала «Новый век» после выпуска новостей. А пока реклама, после нее продолжим.
29 мая в Национальном театре имени Виктора Кругова Национальный ансамбль песни и танца «Саяны» приглашает на закрытие 48-го концертного сезона «Золотые стрелы мечты». Билеты в кассе театра. Сейчас же дополнительное время! Вот именно. В гипермаркетах РБТ.ру сейчас дополнительное время. Только с 25 на 26 мая с 19:00 до часу ночи. Ночная распродажа в салонах РБТ.ру. А цены-то как в интернете? Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным. Еженедельник Тува ТВ совместно с редакцией телеканала «Новый век» и радиостанцией «Голос Азии» объявляют конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». Приглашаем всех маленьких жителей Тувы проявить свои таланты. Нарисуйте, какой вы видите родную республику. Конкурс продлится до 31 мая 2017 года. 3 главных победителя будут объявлены 1 июня в программе «Новости» на телеканале ТНТ Кызыл. Приносите свои работы по адресу улица Кочетова, дом 35, 5-й этаж, офис 512. Это новости, мы снова в эфире. 17 июня состоятся 11 профессиональных боев по правилам ММА. Предстоящее событие обещает стать грандиозным. Сегодня состоялась пресс-конференция с участием всех бойцов-участников турнира и представителями промоутерской компании, а также Федерации спорта Тувы, ассоциаций и других. Диана Баянбогус подробнее. В стадионе Хуреш 17 июня состоится самый крупный международный турнир от Sipforce Promotion. 11 профессиональных боев по правилам ММА. Думаю, что наши ребята своими успехами не только в Сибирском федеральном округе, и по миру, наверное, это дело инициировали. Люди заинтересовались нашей территорией. Компания занимается организацией турниров по профессиональному и любительскому спорту ММА, тайский бокс, грэпплинг. Учредитель промоутерской компании Александр Бугай рассказал журналистам, что компания создана с целью развития спортивной инфраструктуры, дает возможность молодым борцам проявить себя, а также развитием карьеры. Например, участие в турнирах в США, КНР, Европе. К нам приедут бойцы из Камеруна, приедут бойцы из Китая, из Казахстана и из Узбекистана приедут чемпионы мира по самбо. Основная задача – объединить сильнейших сибирских бойцов. Для этого компания собирается провести серию турниров по городам Сибири. Формат боев – 2 турнира по 3 минуты, без защиты, шлемов и накладок, как в профессиональных поединках по правилам Союза ММА. А сильнейших выявляет экспертная комиссия. В турнире примут участие 22 борца, 11 из них представят Туву. А наблюдать за поединками можно будет онлайн. Касаемо тех бойцов, которые сюда приедут, я так скажу. Это подготовленные ребята, профессионалы, которые уже не только в республике Тувы бились и будут биться, они были в разных странах. Артур Шахжи и Чингис Бадыра уже успели показать себя на турнирах. Успешно прошли первый этап в профессиональных боях в Иркутске. Стоит отметить, что соперник Чингиса Бадыра Аюр Гасланов из Бурятии прибудет в Туву за реваншем. Причем отказ в том плане, что Аюр Гасланов не настолько серьезный боец, дайте нашему бойцу более серьезного соперника. С Аюром Гаслановым будет соревноваться мастер спорта по вольной борьбе Саин Дугарол. Я узнал, что я участвую в этом турнире 28 апреля. Это стало результатом того, что я выиграл бой в Иркутске. В июне моим соперником выступит Всеволод Ерешко из Иркутска. Я его изучил и думаю, у меня есть шанс победить его. Уже на днях будет сбор спортсменов по подготовке к турниру. Как говорят тувинские борцы, все готовы к бою. Напомним, 11 профессиональных боев по правилам ММА состоится на стадионе Хуреш 17 июня. За день до турнира пройдет официальное взвешивание участников. Диана Баянбогус, телекомпания «Новый век». На Кызыльский угольный разрез ворвались террористы и взяли заложников. Не пугайтесь, это всего лишь учение оперативного штаба. Согласно легенде, группа неустановленных вооруженных лиц на территории Тувинской горнорудной компании захватила заложников из числа работников предприятия. В экстренном порядке был собран оперативный штаб. В
В ходе переговоров условные террористы назвались представителями одной из международных террористических организаций, а также выдвинули требования политического характера под угрозой расстрела заложников и подрыва здания. С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом было принято решение сначала освободить людей, а после нейтрализовать террористов. На практике отработано моменты эвакуации персонала с территории объекта, развертывания лагеря в полевых условиях, а также оказание первоочередной медицинской помощи пострадавшим от теракта и пожаротушения. В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и сотрудников территориальных подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других структур. И о погоде. Завтра в Кызыле ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 13, днем плюс 30, плюс 34. Ветер 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление 702 миллиметра ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода ясная, без осадков, температура воздуха утром плюс 10 градусов, днем плюс 13. В Марадане ясная, без осадков, температура воздуха утром плюс 10 градусов, днем плюс 15. На Болке погода ясная, без осадков, ветра нет, температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 17. В Танзибе ясная, без осадков, температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 18. По всей трассе проводятся дорожные работы и проезд удовлетворительный. На этом все. В 20:00 смотрите очередную серию фильма Маргарита Назарова. Всего доброго и до свидания.